татарское кладбище в деревне Олошакмак Муслимовского района входит в тройку исторических объектов района с наибольшим количеством древних надгробий, многие из которых датируются аж XIV веком нашей эры. Согласно исследованиям археологов, самый древний надгробный камень находится внутри вот этой рукотворной каменной конструкции. Местные жители говорят, что такой своеобразный мавзолей их предки возвели для того, чтобы сохранить могилу человека, которого в деревне еще при жизни называли святым. Это был местный мулла по имени Абдулла Ишан Хазрет. Позже внутри этого, если так можно назвать, саркофага, начали хранить самых уважаемых людей в деревне. Это религиозные деятели и учителей местного татарского медресе. Так, благодаря вот этому небольшому деревенскому некрополю с его уникальной геральдикой и эпиграфикой была составлена и изучена история некогда большого села, где уже более 500 лет тому назад проживали татары. 300-400 жыл элек шушы жерликте татар халкы яшәгән дигәнне дәлилләй. Шушында урнашып, алар бер җирдән бер җиргә күчеп йөрмәгәннәр. Ә менә шушы ык буеның уңдырышлы туфрагына кызыгып, урманчылык, игенчелеккә урын җитмәгәч, агачларны кисеп, яңа басулар ясап, шушында төпләнеп яши башлаганнар. Самая длинная среди малых рек река Ик. Ее протяженность свыше 500 километров. Она начинается где-то далеко, в Оренбургской области, тонкой нитью проходит по востоку Татарстана и вливается в реку Кама. Именно берега реки Ик когда-то стали местом для оседлого образа жизни для многих народов, в том числе и для предков татар, которые мигрировали на эту территорию из Поволжья, Урала и Сибири. Восточные районы Татарстана и западные области Башкортостана – это территория, которая имеет определяющее значение в истории татарского народа. Когда-то в глубокой древности она являлась контактной зоной. Именно здесь можно было увидеть переплетение множества народов, их обычаи, языка и культуры. По словам историков, сюда с севера стекались племена финно-угров, с юга мигрировали племена иранских народов. Но начиная со средних веков на эту территорию пришли уже оседлые племена тюрков, предков татар. Здесь уникальные вещи пьяноборской культуры. Это 4-5 век нашей эры. Вот это украшения, боевые, так сказать, ремни женские. По словам археологов, восточные районы Татарстана – это богатейший край, полный неразгаданных тайн и загадок, где на одной территории раскопали и копье пугачевского времени, и меч Акинаки скифского периода, а это как минимум 5 век до нашей эры. Именно на востоке хранятся богатейшие памятники золотоордынского периода, а сама территория бассейна реки Ик – это место одновременного переплетения сразу 3 великих татарских государств – Ногайской Орды, Сибирского и Казанского ханства. К сожалению, татары, создав много государств, не смогли его удержать и потеряли свои государства. Вот это наша личная трагедия, потому что мы были не в дружбе. Государств было много, культура. Поэтому татарский народ никогда не исчезнет из-за того, что у нас есть идея государственности. Вот она здесь сидит всегда. Первые археологические исследования на востоке Татарстана были проведены еще в 50-е годы прошлого столетия. В советские годы были организованы еще несколько экспедиций. Самая большая исследовательская работа была проведена уже в наше время, сравнительно недавно. Начиная с 2012 года археологические раскопки велись сразу в нескольких восточных районах Татарстана. Результат этой работы теперь является мощной, доказательной и научной базой. Правда, по словам краеведов, история во все времена остается наукой политизированной. И зачастую происходит искажение даже самых, казалось бы, объективных фактов. Вот, к примеру, Уфимский уезд – одна из самых больших и значимых для татарского народа областей, входивших в XVIII веке в состав Казанской губернии. Это территория от востока современного Татарстана, а также западных регионов Башкортостана, Оренбургской и Самарской областей. Именно сюда, после падения Казанского ханства, начал массово мигрировать татарский народ. На новые земли переселялись целыми деревнями, целыми семьями. Сословную группу татар, бежавших от насильственного крещения, называли типтери. Типтери всегда считались переселенцами именно татарского происхождения. Но теперь размытость и разночтение в давно и, что немаловажно, исторически устоявшихся понятиях приводят к заведомо ложному восприятию не только истории, но и действительности. Здесь проживали типтери, но типтери, получается, очень многие историки еще в XVIII веке признавали, что это бежавшие татары. То есть
И, соответственно, даже интересно тот факт, что они являются собственником земли здесь. То есть обычно считается, что собственники земли – это башкирские вотчинники, но на самом деле по архивным документам доказали, что это типтерей, что они здесь владели землей, распоряжались как бы здесь. Многие люди прекрасно это знают, а интерпретируют в обратную, да, по-другому. Почему это происходит? Ну, это политическая ангажированность, соответственно, то есть как попытка подогнать определенные факты под определенную концепцию, и, естественно, которую как бы, не объективную. Не соответствует действительности. Да. Но по словам краеведов, где бы ни проживали татары, есть главные факторы, которые определяют их национальную идентичность. Татарские деревни, где бы они ни находились, очень сложно поддаются ассимиляции. Это очень важная черта характера татарского народа, видимо, связана еще с генетической памятью. У них крепкая связь с прошлым и со своими традициями. Потому на каких берегах реки Ик они бы ни жили, они смогли сохранить свой язык. А это, как известно, один из главных факторов общеэтнической идентичности. Это же не зря называется татар-иле. Проявляет человек носителем того или иного этноса прежде всего через язык. Куда деваться? Язык, он первый признак. Ну, конечно, можно, когда они... что противопоставлять, мы почему напираем на язык? Ну, потому что, язык-то татарский. Куда? Ты хоть назови его марийцем или чувашем, или хоть кем, но он же говорит на татарском языке. Эльзира Юзаева и Андрей Ключников. 7 дней.